Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камрате и Кишиневе 7 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Серкелей. Сегодня среда, 31 января, и самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Фейсбуке, тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким. Пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономии, стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Друзья, сегодняшний выпуск будет целиком посвящен годовщине так называемых гагаузских референдумов. В этом году исполняется 10 лет с момента их проведения. Мы уделяем внимание их и время их обсуждению не потому, что считаем, что это важное событие для нас и для автономии, а потому что те, кто узурпировал власть в Гагаузии, пытаются их воскресить и сделать важной вехой в истории гагаузской автономии, несмотря на то, что они были незаконными и были инструментом, направленным против европейского пути Республики Молдова. Для их проведения были использованы особые компетенции Гагаузии, а людей запугиванием и манипуляциями загнали на избирательные участки. Этим самым гагаузские политики тогда, в угоду имперских амбиций Кремля, подставили Гагаузию и продолжают это делать, воскрешая этот референдум, который, по большому счету, Гагаузии ничего не дал. О том, чем на самом деле были эти референдумы 10 лет назад и зачем их воскрешают сейчас, мы поговорим с депутатом парламента Уазу Нантоем, экс-депутатом Народного собрания Сергеем Черневым и политическим комментатором из Киева Дмитро Ляусем. Таким образом, у нас будет взгляд на эти события из Гагаузии, Кишинева и Киева. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, как я уже сказал в вступлении к сегодняшнему выпуску, мы сегодня говорим, весь выпуск практически говорим про те самые так называемые гагаузские референдумы. В этом году 10 лет прошло, когда с тех пор, как были организованы эти так называемые референдумы 2 февраля 2014 года, мы видим, что власти Гагаузии, те, кто, с моей точки зрения, захватил власть в Гагаузии, пытаются сделать из этого события что-то огромное, что-то массовое, масштабное, да. Но самое время, с моей точки зрения, подвести итоги и вообще задуматься над тем, что это было и что вообще это дало гагаузскому народу и Гагаузии, и нужно ли было вообще проводить эти референдумы, и тем более необходимо ли сейчас вообще с такой помпой отмечать эту годовщину. В этой части выпуска я предлагаю поговорить с депутатом парламента Республики Молдова Уазу Нантоем. Господин Нантой, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, референдумы. Вы наверняка следите, уверен, следите за событиями, следите за новостями, появляются различные новости, знаете, что здесь в Гагаузии собираются провести большое мероприятие, целый марш хотят организовать и так далее. Но давайте, хотелось бы услышать вашу точку зрения. Вообще, что это было и зачем нужны были эти референдумы 10 лет назад? Ну, хорошо, что вы подчеркнули, что это моя точка зрения. Тем более, что 10 лет назад партии ПАС не существовало. Да. Моя точка зрения, что путинский режим через так называемый референдум пытался достичь того, чего смог достичь через Виктора Януковича в случае Украины. А именно, 29-30 ноября 2013 года в Вильнюсе состоялся саммит Евросоюза. И на том саммите все ждали, что Виктор Янукович подпишет соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза в рамках Восточного партнерства. Более того, проект соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза с декабря 2011 года висел в интернете, как мы говорим на современном русском языке, и никого особо не волновал. Но летом 2013 года путинский режим резко активизировался, у Украины возникли проблемы на таможне с Россией, да, и так далее, и так далее. И были тайные встречи Януковича с Путиным, и фактически Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. И тем самым был дан старт тем драматическим событиям, которые позже были названы революцией достоинства,
И как я шучу в таких случаях, чисто молдавский принцип «унди дайш» и «унди крапе», оказывается, он работает по всему земному шару. В случае Республики Молдовы что было? Мы на саммите в Вильнюсе парафировали соглашение об ассоциации с Евросоюзом, и подписание его должно было состояться 27 июня 2014 года. И вот, по моему личному мнению, для того, чтобы сорвать подписание соглашения об ассоциации Республики Молдова и Евросоюза, была организована политическая провокация, а тут следует еще помнить события в Крыму, проект «Новороссия». И эта политическая провокация на юге Республики Молдова получила название так называемого референдума. И было совершенно очевидно, что в реализацию этого псевдореферендума, а точнее политической провокации, была вовлечена вся российская агентура. Не только Игорь Додон. Была вовлечена в первую очередь и Ирина Влах, которая пыталась заработать очки для того, чтобы в 2015 году Кремль на нее показал пальцем и сказал: ее мы хотим видеть башканом гагаузской автономии. На митингах засветился и Ваня Чабан. Правда, он сейчас пришел к выводу, что Кишинев входит в румынское духовное пространство, но тогда он на митингах размахивал руками и кричал в поддержку этого псевдореферендума. И есть еще один глобальный, фундаментальный момент, очень важный. Почему жители гагаузской автономии массово вовлеклись в эту провокацию? Ответ очень простой. Их обманули, их запугали, и их погнали как стадо для участия в этой политической провокации. Чем их обманули? Ну, на правом берегу прута есть политики разного ранга, разного калибра и разного темперамента. И был Троян Басеску, сейчас он, кажется, в больнице, пожелаем ему здоровья, который периодически делал какие-то декларации про, ну, короче, то, что мы называем унири. Да. И вот политические провокаторы из гагаузской автономии по указке Кремля использовали эти заявления Басеску для истеризации обстановки, для того, чтобы людей превратить в запуганное стадо, и чтобы это стадо погнать на так называемый референдум. Людям не объяснили, что речь, когда вопрос о таможенном союзе, таежном союзе или Европейском союзе, это исключительная компетенция центральных властей. Если говорить о референдуме, то это должен быть национальный референдум. Людей просто обманули, запугали и погнали как стадо. И, конечно, я повторю, в эту политическую провокацию были вовлечены те, которые сейчас ждут, чтобы Москва опять показала на них пальцем и назвала единым кандидатом от так называемой оппозиции в перспективе президентских выборов. Но не следует забывать о том, что тогда ситуация была реально угрожающей. Не следует забывать, что некоторые сотрудники исполкома Гагаузии убежали в Россию после того, как их обвинили в том, что они вербовали молодежь из автономии и посылали их в лагеря подготовки боевиков в Ростове-на-Дону. А это, уважаемая, кровь, это насилие, да? Их там не учили играть в шахматы или выращивать цветочки. Их учили убивать. И не следует забывать о том, что некоторые деятели гагаузской автономии получили запрет на въезд в Украину по той простой причине, что начал раскручиваться так называемый проект Республики Буджак. Что такое Республика Буджак? Это проект, который предусматривал, что Украина рухнет как государство, Россия реализует как минимум проект «Новороссия», и в условиях рухнувшей Украины
будет создана Республика Буджак с участием сел из Гагаузской области, населенных преимущественно гагаузами, и с вовлечением Тараклийского района. И эта Республика Буджак должна была быть провозглашена 28 июня 2014 года. Ну, 28 июня, мы знаем, да, имеет особую значимость для тех, которые считают, что нас освободили. В Гагаузии еще очень много улиц с таким названием, 28 июня. Да. Ну, у вас еще и улица Дзержинского есть, и улица Ленина, по приказу которого пачками расстреливали попов. Ну, Гагаузия — это суверенный кусок прошлого, который защищается от настоящего. Это моя позиция. Это ваша личная точка зрения, да. Это моя личная точка зрения. Коллеги, верните, пожалуйста, секундочку. Коллеги, верните, пожалуйста, диаграмму. Там очень интересная диаграмма была. Объясните, пожалуйста, господин Анатолий, о чем эта диаграмма? Это очень просто. В 2016 году Институт общественных политик провел фундаментальный социологический опрос на юге Республики Молдова. Я очень ценю эти опросы. Они были реализованы в 2011, 2016 и 2021 годах. Это очень интересные опросы, которые демонстрируют настроение наших сограждан с юга Республики Молдова, их видение насчет различных ситуаций. В том опросе, который вот вы показываете картинку, был ответ, который, то есть жители автономии считали, что по итогам революции достоинства, да, к власти в Украине пришли фашисты, да, то есть, ну там и так далее, и так далее. Но для меня в качестве гражданина Республики Молдова был очень интересен вопрос в связи с Буджакской республикой, так называемой. Потому что некоторые представители Народного собрания очень, так сказать, нервно реагировали на мои заявления о том, что готовился этот проект. Они считают, что я провокатор, который высасывает из пальца беспочвенные обвинения, чтобы скомпрометировать гагаузскую автономию. Нет, уважаемые, социологический опрос продемонстрировал, что около 40% жителей Юга были проинформированы об этом проекте. Есть процент людей, которые заявляли о том, что они поддерживают этот проект. И совершенно очевидно, что если бы Украина рухнула, если бы проект Новороссия как минимум состоялся, то этот проект был бы реализован на обломках государственности Украины и Республики Молдова. Вот что, да. И теперь вернемся к все-таки... Ну, то есть как бы, чтобы резюмируя, идея в том, что люди, общественное мнение здесь к этой Гагаузской республике, извините, Буджакской республике было подготовлено, потому что почти 50% знали, и как мы видим по результатам опроса, 13% поддерживают, и более 20% скорее поддерживают создание этой Буджакской республики. Да, это проценты от всех жителей автономии. Да, да. То есть это не проценты от тех, которые информированы. Да, это велась систематическая работа. Я имею основания, ну, не буду называть конкретные фамилии. Я, в общем-то, могу только приветствовать, что когда вашу фамилию упоминают в передаче на ГРТ, то все-таки упомянули о праве на реплику. Мне это будет очень интересно видеть, как вы сможете реализовать свое право на реплику на ГРТ. Ну, это так, лирическое отступление. Я, кстати, не думал об этом, но, пожалуй, обращусь, посмотрим. Да, нет, ну, такие слова были произнесены, как говорят на современном русском языке, за базар нужно отвечать, да, поэтому, да. И в этой ситуации, я повторюсь, готовился проект Республики Буджак на обломках государственности Украины и Республики Молдова. Это так, чтобы было понятно. И только тот факт, что проект Новороссия обанкротился, привело к тому, что и те, которые бегали с этим проектом по югу Республики Молдова, несколько, так сказать, успокоились, некоторые даже удрали из Молдовы. Да. Но они сейчас работают в Народном собрании, кстати. И вот в связи с этим, господин Анатолий, вопрос.
те, кто удрали, работают в Народном собрании. Зачем сейчас, через 10 лет, особенно когда началась эта полномасштабная война, и понятно, зачем Россия все это делала, зачем она все это будоражила. И понятно, и уже видно, что Россия, то произошло на тех самых оккупированных территориях в Украине, где пришла Россия. Донбасс, тот же Донецк в 2012 году принимал чемпионат Европы по футболу, был один из самых развитых городов Украины. Сегодня это серая дыра, понимаете, это преступный анклав, где нет жизни, где нет развития, вообще ничего нет. Зачем в Народном собрании и в Гагаузии сегодня опять будоражат эту тему и пытаются с такой большой помпой отметить годовщину этих референдумов? У вас есть объяснение этому? Я не буду упоминать фамилию одного бывшего депутата парламента Республики Молдовы, он помер. Но ему принадлежит такое высказывание. Мы вопрос ставили, но он не стоял. Ага, интересно. Да. И вот эта группа людей, которая от имени Шора узурпировала власть в автономии, Да. пытается использовать 2 февраля для того, чтобы опять подогреть и подчеркнуть противостояние между гагаузской автономией и остальным молдавским обществом. То есть это реплики, вот как есть землетрясение и реплики, да, позатухающие идут. Вот они пытаются использовать эту дату 2 февраля для того, чтобы подогреть противостояние между автономией и центром, подчеркнуть инаковость автономии, что мы не такие. Да? И здесь, конечно, возникает вопрос, как наши сограждане из гагаузской автономии поведут себя в условиях объявленного референдума на предмет европейской перспективы Республики Молдова. Но я повторюсь, те люди, которые сейчас в гагаузской автономии сидят у рычагов власти, они фактически используют 2 февраля для повторения политической провокации 2014 года в условиях войны в Украине и в ситуации, когда руководство Молдовы, президент страны Майя Санду объявила о необходимости проведения референдума на предмет отношения к европейской перспективе. Поэтому это провокаторы. И здесь я могу только им порекомендовать. Вот когда-то они собирались ехать в Москву за газом, да, с 3-литровыми банками. Да. Сейчас могу им порекомендовать, вот Путин недавно был в Калининградской области, может они туда слетают и попробуют провести референдум калининградского народа. А присоединение к Европейскому Союзу, да, примерно? Да? Ну да, хотя бы так. Да. Потому что если есть донецкий народ, донбасский народ, луганский народ, почему не быть калининградскому народу, да? То есть люди, я как персона нон-грата в России, скажем так, могу не бояться последствий, да, но я просто, когда вы меня приглашаете на передачу, моя задача не просто уязвить кого-то, да, и ткнуть в кого-то пальцем, какой он плохой. Я в первую очередь обращаюсь к вашим зрителям, к жителям автономии и рассчитываю на то, что мои аргументы, моя позиция позволит им задуматься над тем, что происходит, да, и самим прийти к какому-то выводу, где норма, где анормальность и как должен вести себя гражданин Молдовы, который хочет, чтобы в Молдове был мир и чтобы Молдова как государство имела будущее. Хорошо, вот у нас буквально еще 4 минуты. Опять же, в чем интерес России сейчас? Зачем они будоражат эту тему? И какова цель России на этот политический сезон в этом году, с вашей точки зрения? Ну, все очень просто. Грядут президентские выборы, и уже мы знаем, сколько очень много информации, что Российская Федерация, путинский режим, обладая неограниченными финансовыми ресурсами, пытается использовать выборы в разных странах для достижения своей цели, для подрывной деятельности. В данном случае в Республике Молдова с одной точки зрения очень простая. На мой взгляд, Майя Санду не имеет альтернативы.
Это не значит, что не будет других кандидатов, искренних проевропейцев. Я с уважением отношусь к таким людям, но Майя Санду не имеет альтернативы. Поэтому все атаки будут направлены на Майю Санду. Это надо следить за тем, что заявляет Маша Захарова, как ее назвал один русский политолог, крепко выпивающая шмара, да? И нужно следить за тем, как пятая колонна в Молдове визгливо подхватывает обвинения, сформулированные Машей Захаровой в адрес Майи Санду. Могу только сказать, что Ирина Влах особо выделяется. Ну, это, на мой взгляд, личный взгляд. Это один из самых лживых политиков в Республике Молдова. И она особо выделяется своими попытками, во-первых, виктимизировать себя, якобы, так сказать, все спецслужбы Молдовы следят за ней, не дай бог, да. И она единственная борется с режимом, так называемым, да. Да, и, в общем-то, она специализируется на грязных мелких атаках в адрес Майи Санду. Ну что ж, демократия позволяет нам увидеть, кто за сколько продается, в том числе. Хорошо, и, наверное, действительно последний вопрос. Вы сказали, что в 2014 году они запугали гагаузский народ, используя заявление Трояна Басеску. Сейчас тоже происходит попытка запугать гагаузский народ, и что в данном случае используется? Ну, кажется, в Библии написано, что нельзя дважды войти в одну реку. Да. Я в таких случаях добавляю при условии, что это не плота, да. Конечно, сейчас в гагаузской автономии, вернее всего, они еще не получили указания от Москвы, как позиционировать себя применительно к референдуму о европейской перспективе Республики Молдова. И поэтому наблюдается определенная растерянность, не говоря уже о том, что все громче слышны голоса, что в автономии нужны люди, которые смогут вести диалог с Кишиневым и решать реальные проблемы. Ну, скажем так, да? Поэтому сейчас, ну, люди меняются. В Республике Молдова вырастает другое поколение, которое уже не напугаешь страшилками про объединение с Румынией. Да, в гагаузской автономии есть сегмент, который считает объединение с Румынией реальной угрозой. Но мне кажется, что эта страшилка на этот раз не сработает. Жизнь поменялась, обстоятельства поменялось. И даже если кто-то захочет ее использовать, эффект будет в виде пшика. Господин Антон, я благодарю, что нашли время, пришли к нам в эфир и прокомментировали ситуацию. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Всего хорошего. До свидания. Друзья, как я уже сказал, в этой части, вернее, в сегодняшнем выпуске передачи, и в этой части в том числе, мы говорим про годовщину так называемых гагаузских референдумах, которые прошли, как вы помните, 2 февраля 2014 года. Сейчас, почему мы коснулись этой темы? Ну, во-первых, не потому что десятилетия, а потому что местные власти, имеется в виду власти автономии, организовали целый ряд мероприятий, посвященных этому. Да? И в школах проводят, и ГРТ заявила о том, что она проводит цикл передач, посвященных этому референдуму. И, значит, и марш запланировали на пятницу 2 числа. И все это при всем, что мы понимаем контекст всего этого, почему мы понимаем, что это было против Республики Молдова, и мы понимаем, что это было сделано в контексте российской агрессии в Украине, как в 2014 году, так и сейчас. И зачем вообще они поднимают эту тему, будоражат общество? И я предлагаю поговорить с нашим гостем сейчас. У нас в студии Сергей Афанасьевич Чернев. Сергей Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Добро пожаловать. Вы помните, как это все развивалось тогда, в 2014 году? Были непосредственным участником этих событий, да, в том числе, и видели практически с первых рядов, как это все организовалось. Вот Константинов Дмитрий Георгиевич, председатель Народного собрания, недавно дал интервью ГРТ.
где рассказал, как он это все организовывал, с такой ностальгией, с такой гордостью он вспоминал. И там меня, честно говоря, очень сильно озадачил один момент, где он говорит, что он фактически держал в заперти 17 или 18 депутатов, ожидая 18-19 голос. Ну, с моей точки зрения, это не совсем по закону, да, то есть как бы и поднимает вопросы о законности этого референдума. Что вы можете сказать по поводу этого референдума, как он организовывался? Михаил, знаете как, давайте сейчас вот пошло вот это муссирование какое бы именно вот этого референдума десятилетней давности. Да. Давайте мы возьмем подоплеку. Почему я привык всегда, если есть проблема, пока ты не найдешь ее корень, ты ее никогда не решишь. Здесь давай не будем скрывать, может кому-то не видно, пошла подготовка к президентским выборам. Которая входит в свою решающую фазу. И сегодня я вижу, мое личное видение, дестабилизация страны перед президентскими выборами будет именно с Гагаузией. И сейчас идет какая-то психологическая подготовка нашего населения к этому. Это начинается, вот по 50 евро раздают, по 10 лей газ обещали, НДС обещали, как бы забирают, патентообладателей вводят за нос, я хочу сказать. Вот так, понимаете? И вот это идет все подготовка. А некоторые, вот понимаете, ГРТ начала муссированную передачи именно по этому поводу. Хотя этот повод я не считаю даже большим поводом. Вот я говорю перед всеми, я в референдуме не участвовал и был и тогда против, и сейчас против этого референдума. Почему? Потому что Гагаузия от этого референдума, кроме проблем, ничего не имела. Вот, да. И сейчас вот я смотрю, некоторые филологи, Михаил, я извиняюсь, некоторые филологи, у нас как бы получается так псевдопатриоты, общественные деятели, правда я не знаю, кто им эти корочки дает. Понимаете, вот эти? Самоназванные. Да, самоназванные. Вот я говорю, откуда они эти корочки берут и кто им их выдает, общественных деятелей. Вот так, ходят на телевидение, говорят, Гагаузия не должна участвовать в президентских выборах, не должна участвовать в вот этих выборах. Специально нагнетают ситуацию перед вот этими президентскими выборами, чтобы специально дестабилизировать ситуацию именно отсюда, с Гагаузии. Вот в чем проблема вот этого нашего референдума. Там, знаете, как я вам скажу, весь беспредел, вот, который сейчас творится у нас в Гагаузии, потихонечку, который перейдет дальше, вот как только потеплеет по всей стране, из-за господина Шора, который это все финансирует. Вы увидите, как в марте месяце, как только потеплеет чуть-чуть, начнутся массовые как бы митинги, вот этот, начнется недоверие к властям, всякие еще там вот псевдореферендумы, которые вот это пытаются вот сегодня... Ну, Илья Узун заявил, да? Илья Узун, который заявлял. Все вот это будет вытягиваться... Типа, о недоверии президенту. О недоверии президенту, недоверии правительству. Все это будет где-то туда более к августу месяцу. И опять из Гагаузии. Да, опять из Гагаузии. Почему? Потому что, по моим сведениям, не знаю, насколько они правильные, выборы президента будут 27 октября. Вот так как бы прошел такой слух. Может он правильный, может он неправильный. Я не знаю, но сказали 27 октября. Это значит 27 августа, минус 2 месяца, начнется предвыборная президентская гонка. Но они уже должны, левый фланг должен озвучить своего президента, одного или двух кандидатов, которых пойдут на президента. Они уже должны озвучить где-то в мае месяце. И весь накал страстей пойдет именно, вот сейчас начнется как бы март, и май месяц будет раскручиваться. Почему? Потому что будет предвыборная гонка, которая пойдет в этом. И Гагаузии в этом будут использовать слепую. Почему говорю? Вот даже как вот этот референдум был, я был непосредственным участником. Я тогда говорил, знаете как, в референдуме виноваты два человека. Виноваты Константинов и господин Фурмузал, которые этот референдум замутили, а потом испугались и убежали. Константинов сломал ногу себе. Вот так. Сломал или якобы сломал? Якобы сломал ногу, убежал и появился где-то 29-30 числа, чтобы еще раз народным собранием принять вот это как бы постановление на 2 февраля, чтобы его не дали туда, в этот, его не опубликовали, не дали. И не опротестовали. Почему суд не было чего опротестовывать? Почему? Потому что постановление, там 3 или 4 дня они имеют право его на публикацию, они именно вот так его вытащили. Вот. Практически референдум провели Валерий Федорович Яниоглу и госпожа Лесник, которая была председателем ЦИКа. Почему? Потому что был до этого председатель ЦИКа, он убежал. Вот так и осталась Лесник, которую я потом бегал полгода, вытаскивал по прокуратурам. Почему? Потому что ее обвиняли в проведении референдума ее. Плодами референдума... То есть, грубо говоря, на нее скинули все? Да, на нее скинули все стрелки. Плодами референдума воспользовались 3 человека, которых я вижу здесь, даже 4. Первый был Фурмузал и Константинов, которые заработали денег на этом.
После этого референдумом воспользовалась, как назвал ее наш Фурумзал, я извиняюсь сразу, рыжей баллонкой, которая после этого стала Башканом Гагаузии. И четвертый, кто поимел в этой ситуации, поимел господин Дадон, которому открыли российский рынок на мясо, которым занимался его брат, или кто вот занимался. Вот кто поимели. А народ Гагаузии использовали в темную, как тогда, как и сейчас используют Гагаузию в темную. И сегодня вот сам Константинов говорил, что, понимаете, я запер депутатов туда. Почему ты их запер, если это было волеизлияние от души, которое оно должно было быть? Хотя действующая власть тогда пригласила и Фурмузала, пригласила и Константинова, и сказала: ребята, что вы хотите? Вот мы хотим отложенный статус, чтобы внесли в Конституцию при случае потери Молдовы суверенитета, что мы сегодня готовы, как бы, Гагаузия имеет право на самоопределение. На что им действующая власть сказала: ребята, в течение января месяца до 2 февраля мы вам гарантируем, что мы это проводим через парламент и вносим в Конституцию, и парламент он пройдет, говорит, большинством голосов, что мы это внесли в Конституцию. На что наши ребята вот так пожали руки, развернулись, ушли, сказали хорошо и ушли. Не было цели провести, как бы внести это в Конституцию. Цель была заработать и взбудоражить ситуацию. Почему? В том же году у нас получалось только, что ко мне вышли вулканические матери, говорят, наших ребят куда-то берут учиться, говорят, в этот... за рубеж. Берут их учиться. Куда за рубеж? Ну, за рубеж, ближнее зарубежье, или как дальнее, вот так, как его считать. Это спросить можно господина Кару Анатолия и господина Фурмузала. Они скажут, где какое зарубежье, которое я бегал. И когда я начал выяснять, куда и что, их, оказывается, берут на какие-то военные курсы, на подготовку вооруженного переворота. Вот так. Я быстренько этих вулканических приостановил, а СИП в тот момент начал заниматься этим делом, и некоторые, Толик Кара, и некоторые ребята отсюда успели, убежали. У Сергея Бузаджи по этому поводу в кабинете проводили обыски. У Сергея Бузаджи проводили обыски. Почему? Потому что там группу людей готовили. Это получался второй украинский сценарий. Тот же 14-й год получался украинский сценарий. Но... На Донбассе то, что они делали, да? Да, на Донбассе. Вот получалось все одно шло с другого. И вот как был проведен референдум. И референдум, когда кто-то говорит, что было 98% явки, а не могло по-другому быть. Почему? Потому что был правильно поставлен вопрос. Агитация шла как? Или вы выходите на референдум, или мы завтра оказываемся в Румынии. То есть запугали народ? Народ запугали. Народ, я не знаю, почему наш народ, помнят румынов, наверное, с тех 40-х годов. Вот это впитали молоком матери, и получается, что вот так идет. Запугали румынами. Да, запугали румынами. И сейчас вот местные, вот они за 10 лет ни капельки не поумнели. Тот же Константинов выходит, тот же выходит наши вот эти горе-патриоты, я их как называю, местный гагаузский Хамас. Вот они, которые будоражат ситуацию вот снутри. Вот сегодня они добьются того, что нас сегодня вот Гагаузию просто вот так вот огородят стенкой, огородят вот этими стенами, как в Палестине огородили, и будем копать подкопы с Чадурнунга в Вулканешта или с Вулканешта в Камрат. Вот я говорю, до чего они вот доведут ситуации. И они, эти наши хамасовцы, вот местные, вот у меня очень большой вопрос сегодня к СИБу. Вот внесли в санкционный список, внесли ГУЦУЛ. Почему этих тоже не внесли в санкционный список, которые были в Тель-Авиве, которые 3 человека, которые с нашей Гагаузии поехали туда, которые брать указания. Илья Узун, Михаил Влах и Дмитрий Константинов. Да. Почему местных хамасовцев не внесли, гагаузских хамасовцев, не внесли в эти санкционные списки, как международную преступную группировку, которая сегодня завладела регионом, путем подкупа завладела целым регионом, и почему до сих пор их не привлекли к уголовной ответственности? Вот у меня очень большие сегодня вот вопросы к местным органам СИБ. И сегодня я тем же хамасовцам говорю. Или они, местным хамасовцам. Да, местным хамасовцам. Или они гагаузским хамасовцам. Вот так. Или они плохо у них в школе было с грамматикой, ну хотя бы географию они должны были учить. И когда они кричат «таможенный союз», когда они кричат сегодня «внешний вектор», «самоопределение», вы хотя бы представляете, с кем вы граничите, ребята? С кем у нас границы? И если вы думаете, что придет Болградская дивизия, как тогда пришла на помощь, вы ошибаетесь. Ошибаетесь. 8 лет идет война на Донбассе, которая не заканчивается, которая уносит жизни мирных людей. По всей Украине идет война. Это вы хотите, чтобы здесь было в Гагаузии? Хорошо, зачем они будоражат эту тему? Сейчас.
Ну, уже же понятно, что вы сами, ну, я думаю, что они все понимают. И те, кто хотели в этот таможенный союз, которые голосовали, тоже понимают, что никакого таможенного союза, и по тем же причинам, как вы сказали, география просто нам не позволяет. Второе, все помнят, как это развивалось на Донбассе, как это развивалось в Украине. По тому же сценарию это было в Гагаузии, просто в Гагаузии не смогли, потому что нет общей границы. На Донбассе есть общая граница, туда смогли завести ДРГ этого самого Гиркина-Стрелкова, сюда не смогли, потому что нет общей границы. Зачем вспоминать эти референдумы сейчас? Чего они добиваются? Пошла подготовка к президентским выборам. Это во-первых. Да, ну вы это уже сказали. Это во-первых. И вторая, Шор сегодня пытается уйти от уголовной ответственности. А уголовной ответственности он уйдет только в том случае, если поменяется политический строй в стране и отменится вот это. И самое страшное, то, что они сегодня делают, у них нету поддержки людей. Кристева, которая сегодня начальник управления образования дала приказ всем школам 12-классников вытащить на вот этот сегодня на вот этот парад и учителей, садиков, работников как бы с детских садов, школ и учеников 12 классов дала приказ, чтобы надо выводить на вот это ихнее мероприятие, которое наш делает этот местный горе-патриот, советник Башкана Гагаузии. Вот это делает. Марш, марш, который они хотят сделать. Это сегодня самый цинизм, который может сегодня сделать сегодня начальник управления образования. Я обращаюсь к всем директорам школ, обращаюсь к родителям. Не пускайте своих детей на эти политические игры беглого олигарха Шора. И Кристю сегодня лично прошу руководство страны, начальника министра образования, чтобы привлекли к уголовной ответственности за то, что используют автобусы, за то, что используют детей в политических играх каких-то преступников. Призывают. Ну, вроде приказ отменили. Ну, приказ отменили, но пока она его вниз не пустила. Пока ни школы, ни садики, вот мне звонят руководитель, говорит, мы еще не получили этот приказ. Она может сегодня перед Кишиневым тоже играть какую-то игру. Вот я приказ написала, но вы меня извините, он не дошел. А доходить будет, как наш референдум, когда было, вот сделали постановление и дали его через 3 дня. Я попрошу коллег с редакции, если это возможно, созвониться с некоторыми директорами. И пусть директора, которые нас смотрят, напишут в комментариях, если они получили приказ, второй приказ Кристевой об отмене первого приказа об участии детей в этом марше. Ну хорошо, дальше что? Они, с вашей точки зрения, смогут провести этот марш? Марш. И, кстати, Евгения Гуцул так активно вовлеклась. Где она была в 2014 году? Ну, знаете, как Евгения Гуцул, как сказал про нее, табуретка, которую сейчас выдвинули опять на передний план. И она просто не понимает, куда она попала. Этот исполком вообще не дееспособный. И Гагаузия, то, что имеет все проблемы, имеет именно от исполкома. И сегодня я смотрел передачу господина Формузала, он правильно сказал, очень правильные вещи, что если будут стоять интересы Шора и интересы Гагаузии, то Евгения Гуцул выберет интересы Шора. Вот, а Михаил Формузал? Михаил Формузал, я посмотрел его передачу, у меня такое сложилось впечатление, что он заигрывает перед Шором, у него там нету специалиста, а я вот такой готовый специалист, Мишка 20%, возьмите меня, а я дальше отработаю его. Ну, мы, конечно, готовы, мы хотели бы этот вопрос задать Михаилу Макаровичу Формузалу. Я готов с ним выйти на дебат. Безусловно. Я уже после того, как бы, рокового для него случая, все, пытаюсь с ним выйти где-то на дебаты, чтобы объясниться, и он так и не хочет. Сергей Иванович, это было самое рейтинговое шоу Гагаузии в Республике Молдова. Ну, как бы, все рейтинговые шоу у нас, наверное, будут впереди. Да. Так, подождите, он хочет в исполнительный комитет или что? Я думаю, что да. На какую должность? Я думаю, на первого заместителя, ниже он не пойдет. Илюша Узун согласится? Ну, а Илюша Узуна никто спрашивать не будет. Никто не будет спрашивать? Нет. Угу. Так, дальше, да, продолжая эту тему референдума, буквально еще пару вопросов. Что, с вашей точки зрения, должны предпринять власти? Вот мы видим, пытаются... Кстати, отмена этого приказа – это результат чего? Ну, это приказ об отмене того приказа, который вы утверждаете, что не спустили директорам. Приказ, ей помогли его отменить. Я вот так думаю. Да, Кристевой помогли отменить. Но она по своей наивности, она не понимает еще, какие ее ждут последствия.
И это сегодня есть процесс образования, есть куррикулум, или как он правильно называется. 2 февраля не было о том, что он был выходным днем. Дети должны были получить какие-то знания. Там, Ну, в Гагаузии он объявлен выходным днем. Это в Гагаузии. А в общеобразовательной системе образования с Министерством образования это согласовали? Или мы учимся сами по себе? Вот так и мы не одно единая страна. И сегодня школы, где начинают вот этот геральдизировать, или как вот этот праздник, я вот этих директоров не понимаю. Вот я говорю, чем мы хвастаемся? Что вот я говорю, референдум, да, кричали, орали. Покажите мне коэффициент полезного КПД от этого референдума, что имеет Гагаузия. Кроме вот этих 4 человек, которых я сказал, что они поимели. И когда господин Фурмузал сетует на Ирину Влах, называя ее там рыжей баллонкой, вот так, извиняюсь, чтобы вы не сказали вот это. Вы цитируете Фурмузала, да? Да, я цитирую Фурмузала. Кто ее за руку привел в башканское кресло? Кто ее возил по кабинетам везде? И, везде это где? Ну, знает он. В ближнем зарубежье? Да, в ближнем зарубежье. Вот возил по кабинетам, я объяснял, что она вот самый достойный, самый хороший башкан. Какую цель преследовал Михаил Фурмузал? Он думал, что это не справится, не справится со своей должностью. И он обратно через полгода, образно, через 7 месяцев опять станет как бы башканом Гагаузии. Ну, господин Фурмузал недооценил эту как бы блондинку. Почему? Потому что не зря она ходила по подворотням парламента 10 лет, чтобы вот так просто отдаться Мишке 20%. Хорошо. Хотя на тот момент был Сергей Бузаджи, подготовленный кандидат, который мог выиграть башканские выборы и который бы потянул бы башканство. Ну, Фурмузал где-то, наверное, в нем сомневался, что не сможет им руководить, а думал, Ирина упадет, а мы дальше потихоньку опять как бы вернемся на круги своя. Станем опять башканами, будем в эту Гагаузию потихонечку... Еще одно мероприятие. Да, я обратил внимание, что они эту тему разгоняют, школы. Действительно, они это каким-то образом пытаются это все героизировать, но как-то это очень, очень все притянуто за уши. Мы видим, что уже и люди это самое звонят. Вы наверняка наблюдали, смотрели эту передачу с Михаилом Влахом на ГРТ. И еще один вопрос. Да, кстати, по вашему ощущению, люди понимают, что произошло или нет? Или по-прежнему запугивают через телевидение? Нет, люди наши начали потихоньку понимать. И тогда не было бы призыва, то, что мы попадем в Румынию, то, что придет как бы Румыния, соединимся с Румынией, не было бы никогда вот этого референдума, не прошел бы в таком количестве. Почему? Потому что это именно людей запугали. И сегодня, когда Михаил Влах говорит, что 98% выйдем опять, пускай попробуют сделать опять референдум, результат будет наоборот, я им сегодня гарантирую. Да, есть категория людей, которых сегодня хотят на ту сторону, есть категория людей, которые хотят в ту сторону. Я им говорю, кто хочет туда, идет туда, кто хочет сюда, идет сюда. А страна наша должна остаться нейтральной и жить со всеми соседями хорошо. Вот так. Есть маленькая Швейцария в центре Европы, которая избежала всех войн. Вот мы должны делать модель такого государства. Вот так. А не то, что хочет Мишки Влах, которым сегодня... Ну так подожди, они сами кричат, что Майя Санду втягивает в войну, но фактически они сами провоцируют Кишинев. Это же цинизм, по большому У нас, счету. Послушайте, вот или я чего-то не понимаю, как вы это... Вы все правильно понимаете. Я почему вот это сказал, что у нас скоро отгородят вот этой проволокой. Вот в 14 Сами наши здесь? Да. В 2014 году нам прямо сказали, достоверно говорю вам, что сегодня вот вызвали туда Фурмузала, вызвали сегодня как бы этого Константинова и сказали, хотите, мы внесем это в Конституцию. До 2 февраля мы это все делаем. Ну не делайте нашу страну посмешищем на весь мир. Ну, задачи внести туда не было. Задача была заработать, чем наши люди и воспользовались. И нас дестабилизировать ситуацию. Да. И им нужно дестабилизировать ситуацию. То же самое сейчас. Никому не нужен НДС, никому не нужны эти патенты. Патенты прекрасно понимают, что сегодня то, что они приняли этот закон, им можно пойти в туалет и вытереть одно место. А что они вводят уже 5 лет за нас этих людей с этим патентом? Почему они не могут объяснить этим людям, что все, уже патентов не будет? Знаете как, патентов не будет, и они это не могут. У них нету... Легче их будоражить, водить за нос и обвинять в этом Кишинев. Обвинять в этом Кишинев. И патенты у нас никогда... Как мы можем влиять на какую-то налоговую систему, если у нас забрали налоговую? И забрали налоговую при Ирине Влах. И забрали ее почему? Потому что вот
я тогда в том году, по-моему, был депутатом, начали на меня выходить люди. Вот выходят люди, я не могу понять. Вот пенсионеры мы сдали на 50 тысяч лей, сдали на 50 тысяч лей, на 50 тысяч лей. Пшеница говорит: Афанасьевич, мы не сдавали нигде ничего, как это пошло? Когда начинаем... У них фиксируются доходы. Да, у них фиксируются доходы, и они должны платить налоговые... Когда начинаем искать какие-то там подставные фирмы, я уже не помню их названия, выходят на аффилированную фирму одного человека из исполкома, через которую потом прокручивается... Который был связан с пшеницей. Да, который был связан с пшеницей. И я подозреваю, что вот эту пшеницу, которая была 2000 тонн, ее просто легализовали и сняли с нее НДС. И потом ее гнали вот так туда-сюда и зарабатывали деньги. Вот это. И тогда, когда увидел действующая власть, Дадон тот же, когда увидел, что вы не умеете править своей страной, они сказали: ребята, не умеете вы налоговые. Вот здесь стоит вот это все, вот стоит уголовное дело, переписывайте налоговые быстренько вот сюда, на это, и чтобы мы вас не... И Кишинев. И вот они все сделали. И то, что сегодня Ирина Влах пользовалась благами, она пользовалась благами, почему? У нее была полная поддержка Яралова, который был советником Плохотнюка, самым основным советником, и то, что она заигрывала с Дадоном, в оконцовке которого кинула. Вот и все. И потом у нее текли сюда денежные потоки. Я подозреваю, почему я говорил, перед выборами у нас как-то непонятно появилось, дали нам 100 миллионов лей. Я просил тогда Кишинев: разберитесь, пожалуйста. И эти деньги тогда, был здесь господин Драганча, Кику, вот так вот крутились около этих денег. И эти деньги, так и мы не имеем отчет, куда они ушли и на что как бы они пропали. Ну, я надеюсь, где они пропали. Прокуратура даст ответ на этот вопрос. Сергей Иванович, я благодарю вас за то, что 20 минут истекли. Очень интересный разговор получился. Михаил, дайте я вам такую оконцовку, как бы сказать. Да, буквально минуточку, да. Да, вы знаете как, вот у нас то, что сейчас творится в Гагаузии с этим референдумом, мы добились, вот знаете, большого экономического кризиса. Это НДС, это сегодня вот патентообладатели, это сегодня у нас пенсионеры, вот эти, что с-под полы дают по 50 евро, понимаете? Вот это все когда-то огнется. Я думаю, скоро у нас и бюджетники перестанут получать зарплату. Вот попомните мои слова. И тогда вот специально делают, чтобы был вот этот как бы социальный кризис, вот куда его вытаскивать. Вот так. И сегодня Кишинев, если не предпримет какие-то меры, то Гагаузия взорвет ситуацию во всей стране именно перед президентскими выборами. Я вот так вижу ситуацию. Хорошо, и какие меры Кишинев должен предпринять? Кишинев меры, это как бы, скажу вот сейчас, что должен предпринять Кишинев, что бы я сделал на его месте. Видя то, что Гагаузия сегодня, это как, извините меня, как обезьяна с гранатой, не знаешь, в какой момент она выдернет чеку и в какую сторону она ее выкинет. Многие могут обидеться на это слово. Я извиняюсь сразу, я говорю просто ситуацию, сравнивая с вот этим. Должен назначить здесь внешнее управление, исполняющего Башкана. Но это подрыв автономии. Послушайте, в этой ситуации уже не в ущерб автономии, а в интересах страны это должно быть. Почему? Потому что если взорвется страна, то мы, возможно, у нас будет конфликт вооруженный. И это уже нельзя будет вернуть обратно, как вот на Украине. Тут нужны жесткие меры, и вплоть до внешнего управления, до назначения нормальных выборов Башкана и Народного собрания. По-другому я ситуацию уже никто не вырулит. Ситуация пойдет по нарастающей. Чем дальше она пойдет, тем больше будут вот эти народные, как бы, будут поднимать народ за деньги. И то, что сегодня, вот они, я говорю, то, что начнутся митинги, бабушки быстрого реагирования, они уже готовы. Просто они сейчас, когда выходить сейчас, они просят больше денег. Ага. Вот так. А когда будет тепло, им уже все равно делать нечего, они будут туда выходить. И даже вот этот митинг, у меня закралась такая вот мысль. 2 числа. Да, 2 числа. Я думаю, почему они вытаскивают туда детей и пытаются вот это. Я думаю, что кто-то получил деньги за этот митинг. И сейчас пытаются вот этими детьми деньги просто взять, положить в карман, крысануть, а вот этим митингом показать массово и шора опять обуть на энную сумму. Сергей Афанасьевич, я благодарю, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Друзья, это было мнение Сергея Афанасьевича. До свидания. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, как вы знаете, сегодняшний выпуск целиком и полностью посвящен годовщине так называемых гагаузских референдумов. Мы бы, честно говоря, не посвятили этот выпуск сегодня этому референдуму, потому что так называемому референдуму, да, но в Гагаузии мы видим, что представители Шора или
те, кто захватил или узурпировал власть в Гагаузии, да, в интересах Шора, пытаются раскрутить эту тему референдума, да, и пытаются создать вокруг этого некое такое чуть ли не там основополагающее для Гагаузии, гагаузской идентичности, вообще и гагаузской автономии. Мы пытаемся сегодня привнести разные перспективы, перспективу местную, перспективу национальную и международную. И вот в этой части выпуска я предлагаю поговорить с нашим частым гостем из Киева, Дмитро Левуч, журналист, публицист, политический комментатор. Дмитро, приветствую. Да, витаю. Здравствуйте. Витаю. Ну, Дмитро, вы помните, уверен, как развивались эти события. Более того, в те годы вы часто приезжали в Гагаузию, да, потому что тут бурлило, кипело. Более того, на тот момент эти референдумы, так называемые референдумы, прошли 2 февраля, как вы помните, это как раз в преддверии событий, крымских событий, да, и попыток России поджечь не только Донбасс, но и вообще юго-восток Украины, в том числе и Одессу. Давайте вот попытаемся ответить на 2 вопроса. Что это было тогда, с вашей точки зрения, да? И вторую часть нашего разговора с вами я бы хотел посвятить такому вопросу, зачем это нужно сейчас, да? Потому что, опять же, казалось бы, да, то есть, ну, пора уже открыть глаза, 10 лет прошло, все прекрасно мы понимаем, что Россия делала 10 лет назад, что она делает сейчас и зачем нужны были эти референдумы. Началась полномасштабная война России против Украины, теперь уже, ну, как бы, ну, все уже открыто, да, что это как бы инструмент по аннексии и оккупации этих территорий в интересах Российской Федерации. И это преступная политика против Республики Молдова, против независимости и суверенитета Украины. И зачем вообще это делать сейчас, не совсем понятно. Но давайте начнем с первого вопроса. Что это было тогда с вашей точки зрения? Ну, как по мне, тогда это было тоже можно в 2 рассматривать плоскостях. Ну, и, однако, конечно, это полностью влияние Москвы. Тут других вариантов никаких быть не может. С одной стороны, непосредственно ближняя цель, которую преследовала Москва, это противодействие ассоциации с Европейским Союзом, которая как раз тогда, да, заключалась эта ассоциация, да, и да. вот, договор об ассоциации и всеобъемлющей торговли, да, с Европейским Союзом. Да. Как раз, да, и начинался это, и шел этот процесс. И второй момент, да, однозначно дезинтеграция Молдовы, более стратегическая цель, расшатывание ситуации и создание, скажем так, даже и Гагаузии, и шире Молдовы, и присоединение к России. Мы сейчас, конечно, можем... В 2014 году, наверное, это выглядело там несколько, возможно, наивно, но после захвата Крыма и уж тем более после 2022 года все становится предельно очевидным. Ну, вот я, например, да, о чем думаю. Ну, то есть понятно, что 2 этих референдума, о которых шла речь, то есть это же в одном речь шла о законе, об отложенном статусе, да, гагаузского народа, да, как-то так. Гагаузская автономия, Гагаузия. Гагаузская автономия, да, гагаузская автономия. И второе, вот по поводу вступления Молдовы в союз, в Евразийский, да, экономический союз. Да, и о внешнеполитическом векторе, да. Да, и почему, в общем-то, как по мне, очевидно, что это абсолютно пророссийское движение, ну, из-за самого по себе формулировки вот этого консультативного референдума, это пункт номер 1, и пункт номер 2, вот это, как это все проводилось, то есть полное игнорирование законодательства Республики Молдова с соответствующими еще и заявлениями, и, в общем-то, я так сейчас даже вспоминаю, у меня даже сложилось впечатление, что и изначально никакого желания даже, ну, попробовать хотя бы, да, там сделать так, чтобы этот референдум согласно законодательству Молдовы был, этого не было. Сейчас, кстати, и более... Ну вот я прошу прощения, Дмитро,
Вот буквально на днях председатель Народного собрания Константинов, который сыграл тогда ключевую роль в организации этого референдума, он одну из ключевых ролей, да, не он, да, единственный, да, но одну из ключевых ролей сыграл. Он вот буквально в интервью своем сказал, что они фактически 17 депутатов удерживали в заложниках целый день, да, тогда 30-го, по-моему, или 1 числа. Там же они сделали финт ушами, да, то есть они в ноябре проголосовали за организацию референдума, суд отменил это решение, и они для того, чтобы иметь на руках хоть какое-то юридическое решение, они собрались 1 числа принять это же решение, чтобы Кишинев не успел это опротестовать в суде. И он признался, что они фактически целый день удерживали депутатов в Народном собрании и ждали, пока подъедут 18 и 19. Это в точь-в-точь сценарий, который мы видели в Крыму, да, то есть... Да, я, кстати, да. Так вот, и это все сейчас, да, просто очевидно, что это было все в рамках одной российской стратегии по противодействию и Украине, и Молдове в ассоциации с Европейским Союзом. Единственное, что в Украине тогда ситуация развивалась несколько по-другому, да, то есть каким-то образом России удалось тогда отвратить, да, скажем так, Януковича от подписания этого договора об ассоциации в Вильнюсе, и после этого, естественно, начался Майдан, да, то есть протест против настолько явного и вопиющего, ну, в общем-то, игнорирования идеи, да, и стремления украинцев, тем более, что на самом-то деле до какого-то момента Янукович, в общем-то, тоже говорил об этой Европейской ассоциации. Вот. Сейчас, кстати, тоже интересно, что через 10 лет ты думаешь о чем? О том, что, это же даже соглашение об ассоциации, это же не настолько радикальное соглашение, это не вступление, да, это да, даже не... дело. Столько шума вокруг этого договора было, это просто ужас. Что Москва настолько этого боялась и боится, то есть это вот где смерть Кощеева, да, то есть это даже само по себе самостоятельность, что Молдовы, что Украины в решении, какой вектор выбрать. Что, подождите, Дмитрий, давайте я прошу. Тогда же подписание этих соглашений, это же даже было не столько о векторе, да, то есть как бы ты соседствуешь с Европейским Союзом, ты хочешь налаживать с ним взаимоотношения, ты подписываешь с ним договор, как Молдова подписала двухсторонние какие-то соглашения с Украиной, то же самое с Европейским, это же не говорит о том, что мы собираемся вступать в состав Украины, да, Молдова, если она подписала какие-то соглашения о торговле или там других вещах там с Украиной, то есть, это же элементарные вещи, мне кажется, нет? Ну, конечно, да, однозначно это, и о чем тут может быть речь, да, тем более, что тут же что же вопрос, как бы работала бы еще эта ассоциация потом, не работала бы, да, то есть тут множество вопросов. Так вот, и вот это вот противодействие. То есть в Украине оно было сделано, они зашли через верх, да, через Януковича, а в Молдове они использовали как инструмент вот Народное собрание Гагаузии, да, то есть в данном конкретном случае. И то вот, кстати, очень интересное вот то, что вы сейчас сказали, что на самом деле не было, да, такого единства. Да. И, кстати, это тоже очень похоже на тот же самый инструмент. Мы, кстати, часто это видим, что Москва на самом деле действует по таким вот клише, да, вот приблизительно как, как пикаперы, да, вот у них есть несколько там наработанных фраз, которыми они действуют, точно так же, как вот и тут, достаточно шаблонные действия, да, то есть вот тоже параллель, которая потом через месяц, да, вот даже меньше, чем через месяц, точнее, тут не через месяц, все-таки это конец, через месяц получается в Крыму, когда Верховная Рада Крыма захватывалась. Единственное, что там, конечно, уже были и откровенно российские военные тоже действовали. Вот. И на Донбассе то же самое, да, с этими областными радами? Да, конечно. О чем тут можно вести речь? Да? Начнем с того, что, кстати, что Путин же врал, нагло рассказывал вначале, что никаких там русских войск нет, а потом через месяц буквально сказал, что да, российские войска есть в фильме там, да, про...
И, кстати, адепты русского мира ничего страшного в этом не видят. Да? То есть, точно так же, как и народное восстание на Донбассе, ну извините, оно с чего началось? С захода отряда Гиркина, персонажа, который не имел и не имеет никакого отношения к Украине, да, этнического русского из России, гражданина России всегда. Безлер, который как будто бы имел какое-то отношение к Украине, но это отставник российской армии, который просто на пенсии поселился и поскольку по происхождению получил паспорт. Бородай, который не, российский абсолютно, да, тоже персонаж, не имел никакого отношения. Тот же самый Моторола, да, тоже, это, который тоже не имел никакого отношения, как вот полевой командир, когда полгода практически выискивали, кого бы поставить потом руководить, да, ну, мы отвлеклись немного от темы, да, то есть, ну, вот относительно непосредственно референдумов. Я думаю, что тут, опять же, еще и... Ну, подождите, вы говорите, что отвлеклись, ну, давайте приведем другую параллель. Мы же слышали, не то, что слышали, мы помним, как в Гагаузии, это никто не отрицает, кстати, да, вербовали молодых людей, отправляли в тренировочные лагеря в России с целью подготовки их для диверсии на территории Гагаузии, да, потом возбудили уголовное дело, люди бежали отсюда, да, то есть как бы фактически это же лекало, вы сами говорите про клише, да, то есть как бы лекало, то есть они же на Донбассе поняли, что вот эти вот народные митинги ни к чему сами по себе не приведут. Да? Люди выйдут, повозмущаются и разойдут. До тех пор, пока они не ввели туда диверсионную группу Гиркина-Стрелкова, там ничего не началось. И это они понимают, что без военной поддержки ничего не будет. То же самое в Гагаузии. Наверняка они хотели, помимо вот этой вот картинки и массовой поддержки, нужна была какая-то военная поддержка, и для военной поддержки, соответственно, они готовили людей. Я думаю, что да, ну тут все-таки есть определенные различия. Почему? Потому что Гагаузия, я думаю, что да, далеко, да, вот тут, поэтому тут и нет общей границы, да, я понимаю, да. Поэтому да, но тем не менее, да, я, кстати, да, я помню об этом, о том, что было такое, да. Тут другой момент, и у Гагаузии задача, кстати, ну тут, кстати, тоже уже по общему шаблону. Подобно Донбассу, как потом Россия уже решала, да, влиять на всю Украину, да, то есть вот быть, ну, вот, скажем так, Приднестровье с одной стороны якорь, да, для западного вектора развития, который не пускает, с другой стороны он не сработал, да, то есть вот. То же самое они хотели сделать с Украиной, да, то есть да, конечно, Крым это такое Приднестровье, а Донбасс в результате Минских соглашений должен был стать Гагаузией для Украины, правильно? Скажем так, даже российская трактовка Минских соглашений, это как раз именно об этом. Более того, там, кстати, тоже попытка протянуть, например, те клише, которые были наработаны на Приднестровье. Ну вот когда объединенная контрольная комиссия, которая, да, есть в Приднестровье, то аналог же даже был создан в условиях Минских соглашений, да, только другое дело, ну, Украина ж однозначно никогда не признавала и, в общем, абсолютно правильно делала, что, и это объективно так и есть, что если в формате 5+2 Молдова и Приднестровье выведены как равные стороны конфликта, да, то естественно, что ну, это было бы, мягко говоря, неправильно считать ДНР и ЛНР сторонами конфликта, когда на самом деле... Там воюют русские военные, да? Российские военные, да. Да, но тем не менее, да, говорю, вот эти вот механизмы, которые отработаны, они использовались, конечно же. Относительно, кстати, вот опять же референдума, то я тут думаю еще и такой показательный момент, что оно заложено на будущее. Да, вот то, о чем мы говорили уже сегодня, начинали говорить. Тут, кстати, тоже это, кстати, тоже один из штампов российских, как они работают. Ну, допустим, там это известное, то есть вещи, которые когда-то где-то там вот в истории как-то они были, это они откладываются и потом с их помощью используется как такая, создается псевдолегитимность. Ну вот как история с Приднестровской Молдавской Республики, она опирается на историю Молдавской автономной ССР в составе Украинской ССР, да? То есть
Вот, да, хотя на самом деле, ну, понятно, что традиции-то не было, и она прервана даже в 1940 году, да, все, нету никакой Молдавской ССР. Однако это вот используется. Потом, опять же, та же самая история, которую они так регулярно вытягивают, Донецко-Криворожской республики 1918 года. Да? То есть, вот, как будто бы, да, тоже это то, что большевики абсолютно тоже еще гораздо менее жизнеспособное и вообще, то есть аморфное, одно из многих формирований вот таких вот, то, что наделали большевики на отдельных территориях, и которые, ну вот просто в рамках украинских национально-вызвольных змаганий, там, то, что в России называется гражданская война, да, то есть вот оно существовало. То есть они, тем не менее, да, приделывают к этому такой хвост легитимности, псевдолегитимности, и вот используют. И начинают этим хвостом вилять, да? То есть, как бы, да? Да, начинают этим хвостом вилять. Точно так же, как вот сейчас история с вот этим вот референдумом 2 февраля у вас. Да? То есть, откуда он... Кстати, да, почему они его реанимировали сейчас? Это уже буквально 5 минут у нас осталось, да? Да, я думаю, что как раз именно поэтому и реанимировали, для того, чтобы вот создать повод. Да, то есть то, что и есть. Да, вот есть современная история Гагаузии, вот она выглядит вот так. Вот мы не хотели идти в Европу, мы хотели быть вместе с Россией. Вот. Кстати, сейчас оно вообще просто очевидно, да, то есть, когда мы видим, что происходит, что Россия — это откровенный агрессор. Ну вот, и мы, вот есть, во-первых, миф, вот такая, да, легенда о том, что вот у нас был такой референдум, когда мы так решили. Второй момент, уже забылось о том, что с самого начала он не выглядел каким-то там легитимным. И вот для того, чтобы в нынешней политической ситуации было на что опираться России и сторонникам России, я думаю, он для этого и вытягивается. Ну, нельзя, конечно, исключать, что на этом, в принципе, могут использоваться и свои личные какие-то амбиции политическими деятелями, да, но что использовать, что из современной истории есть, ну вот это вот. Но на самом деле, по-моему, все предельно откровенно. Это есть повод, есть основания такой, как будто бы, ну вот, легитимного протеста и ссылки на голос народа, который был 10 лет назад сказан. И Москва это достала из шухляды, пересыпала. Ну, кстати, да, они часто используют этот термин. Это был исторический выбор гагаузского народа. Исторический, да, выбор. Да, вот это вот как раз это и было. Ну хорошо, Россия это зачем, с вашей точки зрения, в этом году? Это какая-то, они решают какие-то краткосрочные задачи или долгосрочные? Я думаю, что все опять же в контексте той большой войны. Да? Понятно, что Россия воюет для того, чтобы захватить всю Украину, то есть это, скажем так, закончить, сделать так, чтобы Украины не было, да, или она была подконтрольной Россией. То есть точно так же, кстати, поскольку после 24 февраля, да, то есть, по-моему, очевидно, что Путин стремится захватить как можно больше и восстановить, в общем-то, там, или Советский Союз, или что-то такое, какое-то такое наследие после себя оставить. И естественно, что Молдова тут, да, это тоже объект устремлений. В общем-то, они, в принципе, уже и не скрывают. Если они даже сейчас речь идет о том, что Россия готовится воевать с НАТО, конкретно, да, про страны Балтии сейчас вот было сказано на годовщину прорыва блокады Ленинграда о том, что вот смотрите, да, там нацизм, а мы с нацизмом боремся, то есть это такой сигнальчик очень большой. И для того, чтобы расширить территорию нестабильности, я думаю, да, они могут это использовать, и Молдова реально под угрозой на самом деле. И это факт. Насколько всякие вот эти персонажи пророссийские сейчас переживают по поводу укрепления противовоздушной обороны Молдовы, о том, что партнеры поставляют военную технику. Казалось бы, чего переживать, да, то есть, наоборот, да, надо радоваться. Истерят они потому что, да, то есть, вот она укрепляется, это все есть, и знаете, какая ситуация? На самом деле, Россия, да, когда она рассказывает, что все в тупике,
и Украина не может освободить свои территории, на самом деле для России все, вот Первая мировая война, для России все в тупике. Они же рассчитывали на то, что Украину сломят, а получилось так, что завязывают. И вот это, кстати, опять же в одном из таких российских, ну, таких шаблонов. Изменить ситуацию, да, расширить зону нестабильности в другом месте, где-то напрямую там может быть там схватиться с НАТО, да, там где-то локально, а если еще он не отреагирует, расширить нестабильность на Молдову, тем более, что они с 2022 года делают это постоянно, да, то есть, ну, мы видим, ну, каждый раз весна это, ну, просто пить валидол и держаться за сердце, да, то есть, что происходит. Вот, поэтому я думаю, что вот именно достали из нафталина референдумы именно для этого, для того, чтобы показать, каков был исторический выбор гагаузского народа и как он, мол, как навеки с Москвой, навеки с русским народом, да, то есть такого плана. Дмитро, я благодарю за то, что нашли время, пришли к нам прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Да, спасибо. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цена свобода». Не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео, отправлять его своим знакомым и близким. Увидимся на следующей неделе во вторник в это же время. До свидания.